Заработал на доверие своих знакомых чуть меньше 700 тысяч рублей. В Советском районном суде стартовало дело в отношении 23-летнего Регеля Мухамадиева. Молодого человека обвиняют в 8 эпизодах мошенничества, причем все схожи по сценарию. По версии следствия, подсудимый просил друзей оформить на свое имя кредиты на дорогие мобильные телефоны, обосновывая это тем, что банки такую возможность ему не дают. Сначала он получал отказы, но через какое-то время люди шли на авантюру. Куда дел деньги подсудимый и что ему за это грозит, расскажет Нафиса Минязова. А вы кредит сами оплачивали, да? Я до сих пор оплачиваю его. А на какую сумму взяли? 84. Похожая ситуация, еще 7 человек. Каждый попался на одну и ту же уловку. Потерпевшие рассказали, что предполагаемый злоумышленник давил на жалость и просил их оформить на свое имя кредит на дорогой мобильный телефон. Объяснял, что банки в выдаче денег отказывали, а менять смартфон уже пора. Входить в доверие жертв не приходилось. Каждый, как им казалось, хорошо его знал. С ним очень хорошо общались, у них общие друзья есть. Вот. То есть поверили? Ну, сначала тоже нет. То есть, пожалуйста, там, мне очень нужно. Как следует из материалов уголовного дела, после оформления всех необходимых документов сотовый телефон он забирал себе, а потерпевшие платили кредиты со своего кармана. В общей сложности ущерб составил чуть менее 700 тысяч рублей. После успешной сделки подсудимый обрывал связь со своими знакомыми. Он мне заплатил. В общем, там сумма вышла на 9 тысяч и все. То есть потом он на связь не вышел, и потом я пошла писать заявление. Я с его родителями тут тоже общалась. А родители что? Ну ничего, 2000 мне дали, сказали, мы будем частями платить. Потом я когда сказала, спросила, появился ли Регель дома. Нет, не появился, я пошла, написала заявление. И только написав заявление в полицию, потерпевшие узнали друг от друга. Молодого человека задержали, избрали ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По версии потерпевших, телефон он продавал, а деньги проигрывал на ставках. Обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно совершение 8 эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба. Подсудимый Мухамадиев вину в инкриминируемых преступлениях признал и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Однако потерпевшие с этим мнением не согласились. Не согласны были с условием о частичной выплате долгов. Они хотят вернуть деньги в полном объеме и в короткие сроки. Сегодня установили личность подсудимого и явившихся потерпевших. Образование какое у вас? Среднее. Слушание дела перенесли на 18 октября, так как в суд явились не все потерпевшие. Если вина подсудимого будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.